вы говорите, что мы стали разумными по эволюции, да? Так? Почему, когда мы были, почему, когда мы были, да, допустим, тупыми, тогда и тоже коровы тоже были. Почему мы эволюционировали, стали разумными, а коровы, которые рядом с нами тоже были, почему они не стали разумными? Если теория эволюции правильная. После нашего разговора вы будете просто рассуждать об этом про себя как-то, ну, возможно, вы не правы в чем-то в этом, в своем атеизме. Просто чисто по-человечески будете рассуждать об этом? Конечно. Будете, да? Конечно. Бог, который такой великий, будет какие-то звезды кидать в шайтанов. Ну, это, я думаю, какая-то тупость. Даже я бы такой не знал. Мы об этом говорили, что мы, по сравнению с ним, мы растения просто. Мы не можем все это воспринимать. Он же нам объясняет, он же нам пытается, Коран же, он якобы оставил для нас, чтобы мы его познали, правильно? Ну. Мы же через Коран должны познать Бога, правильно? Да. Почему тогда он пишет такую вещь, которая абсолютно не... Вот другие положения Корана, условно говоря, давайте вот принимать спиртное плохо, вредно, Бог вам запретил. Хорошо, мой разум принимает это. Это действительно плохо, это влияет на организм и мозг. Далее, убивать девочек при рождении запрещено, людей убивать запрещено, там, во время войн и прочее. Хорошо, это мы приняли. Некоторые положения Корана, видите ли, впадают в нашу систему координат, а некоторые вообще настолько абсурдны, настолько непонятны, что ты невольно задаешься вопросом, а это что за фигня? А вы не задавались вопросом, что просто это непонятно нам? Ну зачем тогда, если нам непонятно, зачем он тогда свою книжку отправил, если оно нам непонятно? А есть люди, которые это понимают и нам объясняют. Вот смотрите, Коран. Религия воспитывает, послушайте, вы уже сказали, что есть люди. Религия воспитывает авторитаризм. Но я же вам говорю, что давайте своей головой думать, давайте сами изучать, давайте сами познавать и делать выводы собственной головой. Даже Коран же говорит, да, мусульмане часто об этом говорят, илм омез ходарсар, замени чин бушат. Хорошо, я вот изучаю Коран, изучаю науку. Для меня не Закир Найкли, там, не эти Ахмад Дидад и прочее, для меня ничто. Своей головой я прихожу и вас же призываю. Давайте своей головой, своим разумом придем к чему-то. Вот и все. Прошу вас, я вас слушаю внимательно. Хорошо. Вот вместо того, чтобы сразу презирать религию Бога Адам или сразу придерживаться мнений атеизма, вот лучше не то, чтобы вот разобраться в этом и искать то, что, допустим, вот почему мы не разобрались, почему это нам так трудно, да, разобраться. Вот не проще так. Ну, подождите. Я закончил медресе, я выпускник медресе. Мы какое-то время изучали фетви улемов, какие улемы фетви давали в разные времена и так далее и тому подобное. Мы читали Кур'азет, делали Коран, потом мы его читали, перевод канонический перевод Корана читали, обсуждали, разговаривали. Мы читали хадисы, сборник хадисов Аль-Бухари. Также шариатские нормы также проходили. Скажите мне, какая еще осталась мусульманская литература, которую бы тафсир Корана от Ас-Сади тоже читали? Скажите, какая еще осталась мусульманская литература, чтобы я ее сейчас открыл и прочитал и прозрел? Скажите мне. Вот знаете, в чем, почему у вас в голове замкнуто идет? Вот вы как бы замкнулись, почему? Потому что вы еще и придерживаетесь научной точки зрения. Значит, мне нужно, чтобы понять, нужно науку отбросить, правильно? Нет. Просто вот наука объясняет, вот есть теория эволюции, теория, как появилась жизнь, как появилась Вселенная, да? Наука это объясняет по-другому, вот. А вы когда читаете и то, и другое, и еще рассуждаете это логически, и тем более именно логически мы это не поймем, потому что логически
по сравнению, мы вот, вы выше говорили, растения. Логически, если это рассуждать, перед Богом мы просто растения. Это мы не поймем логически. Это нельзя рассуждать логически просто. Вот оно, все, я вас понял. То есть вы хотите сказать, что та наука, логика, которую мы придумали, она не способна, точнее, она как инструмент не способна привести нас к ответу, правильно? Да. Поскольку Бог находится в другом пространстве, в другой плоскости. Естественно, смотрите, то, что создавал сам человек, как эта вещь может объяснять создателя самого человека. То есть компьютер, компьютер, который мы сами создаем, мы там создаем программу, которую хотим, чтобы он воспроизвел, да? Допустим, мы снимаем карту памяти именно ту изображению, которую хотим, и который это и именно ту изображение он будет показывать, он другое не будет показывать. Хорошо. Вот логику, да? Принято, Логику, мы создавали логику. Да. А как он объясняет Бога? Да, очень разумно сказали. Теперь я задам вам один простой вопрос. Смотрите, мы с вами, люди, простые люди, Да. мы на пороге того, что создадим искусственный интеллект. Да, Правильно? Мы да. создаем нейросеть, которая уже выполняет миллионы действий одновременно. Есть самые мощные компьютеры, сейчас 5 в мире, которые 1 триллион действий выполняют за 1 секунду. Это Да. фактически искусственный интеллект, но пока что там нет воли. Потому что мы пока не способны записать алгоритм воли, поскольку воля имеет не 1 триллион, а миллиарды, бесконечное количество различных вариантов развития событий, либо различных варианты выбора имеет. Теперь скажите, мы создаем искусственный интеллект, мы помещаем его в какую-то оболочку и задаем ему базовый алгоритм. Да? Да. Базовый алгоритм жить, познавать и сохранять, приумножать жизнь. Представили, да? Мы создали. И задали ему алгоритмы задали и даем ему программу о том, что он, то есть даем инструкцию, что он должен следовать вот таким-то правилам. Правильно? И в какой-то момент мы смотрим, что наш искусственный интеллект абсолютно пошел по другому пути. Он не выполняет инструкцию. Инструкцию он забил. Инструкцию вообще не читает. Либо читает инструкцию и говорит, что эта инструкция неправильная для меня. Говорит, я не хочу по этой инструкции жить. Мы с вами, люди, мы всего лишь люди. Мы будем это свое изобретение брать и наказывать его в этом адском пламени, его причинять ему боль. Мы будем с вами? Мы Нет. не сделаем, мы возьмем. Нет, Конечно, не будем. нет, я вам скажу почему. Знаете почему? Почему? Потому что у него нет свободы воли. У нас есть. Не, мы же сказали, мы же уже проговорили, что мы создали искусственный интеллект. Да. Мы ему дали волю, Не-не-не, волю выбирать. мы не сможем дать волю. Мы на это не способны. Смотрите, Ну, как мы же на это... проводим мысленный эксперимент. Вот это все разрушает. Если вы допускать, допустим, все так можно рассудить, если мы говорим, что мы допустим, что мы создавали робота и давали его свободу воли. Это все разрушает. То, что нельзя допускать, нельзя допускать. Нельзя говорить, что мы допустим. Так, нет, мы не способны давать волю, и это невозможно. Человек этого не сможет. Ну, мы 200 лет назад мы этот аппендицит считали божьей карой. Сейчас мы лечим аппендицит. 200 лет назад мы пневмонию лечить не могли. И до сих пор не можем до конца долечить. И все равно медицина совершенствуется. И мы уже научились человеческие ткани уже генерировать научились. Понимаете? Это другое. Согласно. Ну, послушайте, мы уже компьютеры наши были, мы кнопочными телефонами общались. Сейчас вы находитесь в Таджикистане, я в другой части света, и мы с вами спокойно друг друга видя общаемся. Мы 50 лет назад такое представить могли, мы думали, что это какой-то бред собачий, такого никак, только фантасты писали, что вот, столько будет такое будущее. Даже Жак Фреско еще в 1984 году предсказывал все это, и над ним все смеялись, говорили, да это какой-то долбоеб. И все пришло к этому. Поэтому давайте не
будем Да, просто да, это исключать. мы создание, которые нас создавали. Вы сейчас сказали, что мы создаем, допустим, робота. Мы создание, которые нас создавали, чтобы мы могли обучаться и развиваться дальше. Как вы сказали, что компьютера создаем, который он будет самообучаться и развиваться дальше, да? Вот Бог нас создавал именно, вот чтобы мы развивались дальше, 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 все это смогли вот создать все эти компьютеры, все эти роботы, но мы подобие, но мы но мы подобие себя не сможем создавать. На это способна только он сам. Мы только вот по цепочке, по цепочке, мы же сказали, что если мы будем разумно рассуждать, мы по цепочке идем, правильно? Мы подобие себя не сможем просто создавать или выше себя. Кто вам Мы, сказал, что мы не сможем подобие себя сделать? потому что вот вы верите вот в эту цепочку. Конечно. То, что ниже, да, он не сможет воспринимать то, что выше него. Смотрите, Почему то, что ниже, он может создавать выше себя? Мы не, даже в уровень себя. Мы себе подобных не сможем. Что? Про суррогатное материнство знаете? Да, знаю. Вот очень интересно. Я уже хочу, я уже знаю, о чем вы сейчас будете говорить. Это интересно. Будем об этом говорить. В клинических условиях, когда смешивают сперматозоид и яйцеклетку женщины, и в специальном вакууме, в специальных условиях выращивается еще ребенок. Помимо женской матки, мы почему привязаны к женской матке? Потому что репродуктивный орган женщины для нас очень сакрален и очень важен. А вот искусственно, если мы в лабораторных условиях вырастим ребенка, мы уже знаем, какое состояние внутри, какие процессы происходят в матке у женщины. Мы все это способны искусственно уже сделать. Когда мы вот искусственно выращиваем, вы представляете, какой ор поднимается уже при упоминании в обществе. И мы уже знаем. Вот посмотрите, погуглите, посмотрите, ученые уже различных стран мира уже говорят, что мы способны выращивать человека. Хорошо, Мы смотрите. берем из готовых продуктов мы выращиваем. Это пока что из готовых. Хорошо. Я хотел об этом вас спросить, но вы сами сказали об этом. То есть вы это называете, что мы уже способны создавать подобие у себя. То есть мы уже способны создавать человека, так? Нет, это не совсем так. Это скорее, знаете, это скорее мы из готовых материалов берем. Мы уже готовый материал берем, готовый материал там сперма, готовый материал яйцеклетки, готовый материал там в виде матки, готовый материал. А то, что мы делаем, это компьютер, это нейросеть. Это уже просто, это лично наше производство. Это Бог к нейросети не имеет никакое отношения. Это мы, люди, создали свое творение. Это нейросеть, это искусственный интеллект. Это, знаете, как это называется? Допустим, вы говорите то, что вот суррогатные матери искусственно, это похоже на то, что вот с одного места завода вот собрать в другом месте, но мы просто переместили его, все. Это мы не создавали, это не искусственный. Там появляется эмбрион именно из-за того, что все содержится, все генетические материалы, генетические данные уже содержатся в сперматозоиде. Мы просто перемещали его. Мы уже воспроизводим ДНК и РНК, мы уже кодифицируем. Мы копируем то... Мы кодифицируем иначе, а мы лечим. Даже вот, знаете, сейчас, когда рак на ранних стадиях, как лечат? Там, где разрушенные, испорченные... Меняют ДНК, заменяют. Там мы программируем ее, запускаем специальный РНК, который внедряется в ДНК. РНК — это то же самое ДНК, это элемент ДНК с такой оболочкой. И мы туда отправляем. То есть мы очень далеко в этом зашли. Мы просто изменяем, брат, мы не создаем. Да, видите? Вот говорят, что нельзя изобретать велосипед. То есть смысл в том, что велосипед уже есть. То есть ДНК уже оно есть. Мы не можем сказать, что мы создавали ДНК. Мы не способны в этом. Оно есть, мы просто изменили его структуру. Все. Мы научились копировать его. Откуда мы научились? У нас это уже заложено в мозгу.
Мы создание, которое нас создавал Бог, чтобы развиваться и научиться всему этому дальше. У нас эта программа уже в мозгу, заложена с Всевышним. Если смотрите, экскаватор мы создавали именно для той работы, которую он выполняет. Вот грузовик для именно той, которую он выполняет. Да, мы специально, то есть грузовика надо просто посадить водителя, чтобы он эту работу сделал. Но мы-то создавали его таким, чтобы он мог эту работу выполнять. То есть Аллах нас создавал именно так, чтобы мы дальше могли развиваться, научиться всему этому и выполнять это все. Почему вот коровы не могут развиваться дальше? Почему, смотрите, если вы говорите о эволюции, да, допустим, вот раньше, когда вы сказали, что мы аппендицита не смогли понять, не смогли вырезать и сказали, что это Божий, тогда вот дальше люди не были такими разумными, допустим, как сейчас. Вот мы постепенно с годами стали разумными и научились дальше и развивались дальше. Почему другие создания, вот допустим, вот почему другие создания, допустим, как мы, они не могут развиваться дальше и научиться? Вот, допустим, корова. Почему не сможет? Нету разума. Потому что так его создавал Бог. Так оно и запрограммировано было. Вот смотрите, вот самое интересное. Вы говорите, что мы стали разумными по эволюции, да? Так? Почему, когда мы были, да, допустим, тупыми, тогда и тоже коровы тоже были. Почему мы эволюционировали, стали разумными, а коровы, которые рядом с нами тоже были, почему они не стали разумными, если теория эволюции правильная? Потому что условия были иные, понимаете? Почему приматы именно получили разум, именно приматы? Потому что, я вам отвечу, мы приматы. Мы можем, во-первых, мы всеядные, потому что, и во-вторых, мы можем как на воде быть, как на воде, допустим, выживать в воде. Мы можем так и на суше, так и в лесу, так как мы способны везде выжить. Вот это сделает нас исключительными. Так же, как и наши эти кузены-обезьяны. Мы так специально созданы, брат. Мы так специально созданы Всевышним. Я не знаю насчет Всевышнего, не совсем. Я рассуждаю по точке зрения эволюции, вот то, что вы говорите, да. Если эволюция, да. Мы будем свое творение сжигать и мучить его? Будем? Не будем? Почему? Не будем. Зачем тогда Богу такому великому, милосердному, крутому, нас мучит ничтожное творение по сравнению с космосом, с теми процессами, происходящими в космосе, в черных дырах, там, этих квазизвездных образованиях, там, других каких-то созвездий и прочее. На фоне всего этого мы ничто, мы пылинка всего нашей жизни. И вы скажите, разве эта пылинка, которая не слушает, он будет мучить, сжигать в адском пламени, либо давать ему бесконечное наслаждение за праведность? Да, это глупость, понимаете? Это даже мы понимаем, что это какая-то чепуха, что нас поощряет раем, пугает адом, чтобы мы были хорошими человеками. Но я не верю ни в одного Бога, и я никому зла не причиняю, потому что тут действует естественный закон этого действия и противодействия. Понимаете, если я что-то делаю плохое, то же самое у меня противодействие отвечает. Вот и все. Я просто живу, так сказать, единственное, относитесь к окружающему так, как хотел бы чтобы относились к тебе. Все. Давайте признавайте, что те аргументы, которые я вам привел, вы на них не смогли отвечать, и как бы вы были в тупике. И подождите, вы просто признавайтесь, что это для вас сложно просто как бы соблюдать. Вам просто сложно соблюдать, и вы сами просто хотите, чтобы вы были правы в атеизме, потому что так проще вам, понимаете? Конечно,
конечно, вы абсолютно правы. Вам просто Живу так именно проще, так, так чтобы вы было не... проще. Да, просто вы не будете Да. соблюдать ничего. Вот то, чтобы отрицать религию, отрицать Бога, это согласитесь со мной, что это неправильно. Почему? Потому что подождите, если я был бы неправ, то мои аргументы, да, вы могли бы на них отвечать, то вы не были бы в тупике. Но ваши аргументы, к сожалению, не сработали, так же, как и мои, коль мы не пришли ни к чему. Мы пришли к тому, с чего начали. Вот и все. Но, тем не менее, знаете, жизнь продолжается. Все, что вы сказали, в дальнейшем я где-то услышу, применю, либо вспомню отголоски ваших слов, там где-то там у меня будет. И так и мои. Понимаете, в свое время, когда я был мусульманином, я также там с христианами спорил, с атеистами спорил. Потом, когда начал дальше идти, и в один момент вот эта сумма всех вот этих познаний стала таким, что называется, ключевым фактором для того, чтобы я принял такую версию мироощущения. Вот и все. Ну, добрый брат, ну, хорошо, приятно было с ним пообщаться. У нас уже очень-очень поздно, уже спать нам пора. Я заключительный вопрос вам задаю, на этом закончим, если вы не против. Прошу вас. Представьте такую ситуацию, вы как раньше сказали, что представьте такую ситуацию, допустим, есть Бог, и вы в него не верите, попадете в ад, и нет Бога, допустим, как вы говорите, и вы верите в это. Получается, если вы верите в атеизм, то вы попадете в ад, потому что Бога есть. А если вы верите в Бога, попадете в рай, потому что, вы будете правы. Лучше какую сторону поддержать? Просто чисто логически. Если, конечно, лучше верить. Лучше верить, да? А вы будете вот Если просто после, настойчивый, то, да. Конечно, лучше верить. После нашего разговора вы будете просто рассуждать об этом про себя как-то, возможно, вы не правы в чем-то в этом, в своем атеизме. Просто чисто по-человечески будете рассуждать об этом? Конечно. Будете, да? Конечно, потому что, знаете, я, став атеистом, всегда задаю вопросы, я ищу их. А вы, как верующие, вы считаете, что вы уже знаете правду, знаете истину, и у вас нет стимула именно искать. У меня ежедневный стимул. Каждый диалог с любым верующим — это поиск. Вдруг кто-то из вас, кто-то из верующих и скажет то, что будет только отвечать моим, требованиям, что я скажу, да, вот эта версия наиболее верна, конечно, к этому. Потому что это есть всегда в поисках, понимаете, нечто такого, поскольку не принимаю то, что нельзя доказать. Аз гаҳора то бур дониш биҷо меган дар мо, ман дигарон намедонам, я других не знаю, но мы всегда изучаем. Но то, что я вам сказал, подумайте об этом, порассуждайте об этом. Знаете, только поиск того, чего абсолютно неизвестно, то есть вот только это является, знаете, подлинным таким драйвером для развития. А так, если вы уже уверены, что все будет с вами нормально после смерти, то там уже немножко иное. Хорошо, было приятно пообщаться с вами. Спокойной вам ночи и до скорых встреч. Услышимся обязательно. Хорошо, вы подумайте об этом, да. Хорошо? Если есть возможность, подождите, чисто для чувства наши чувства, да, как бы не задевайте чувства мусульман. Это будет лучше, по-моему, по-человечески, чисто по-человечески. Потому что, если вдруг наступит такой момент, что вы окажетесь неправым, и, то есть вы уже неправы, если, просто будет такой момент, что вы сами придете в это и поверите в это, просто вам будет самим стыдно за то, что вы делали тогда. Конечно, естественно. Разумеется, но вы поймете, это не от меня зависит. Существующая организация с уставом. У нас есть председатель, у нас есть члены. Я всего лишь средний член этой организации. Почему именно и мое лицо всюду? Потому что я единственный, кто открыто выступает, не скрывая свои взгляды, не скрывая свое лицо. Вот и все. Это контент от меня не зависит. Контент — это дело наших модераторов, наших админов, которые знают свое дело. Понятно, у нас могут возникнуть недопонимания между собой, но тем не менее, это не я решаю. Поэтому, но тем не менее, я обязательно приму ваши слова к сведению, обязательно. Хорошо, я хочу, чтобы вы для себя решали, для себя подумали. Обязательно. Спасибо за заботу. Да, все вам доброго. Все хорошо. Да.
бародаро чӣ хеле ки шумо дидин, агар одамое ки бошанд русиро фаҳмида тонистагӣ бошанд, ягон гапи мада ай точка зрения атеизм ҷавоб дода натонист. Яъне ки точка зрения ки худаш поддерживать мекуна, мада доказательство оварда натонист ки худаш прав ай. Омад истод. Он мия места, мега ма просто не в силе да и корки и корачки нам. Яъне ки и нишон мета ҳамура ки ҳами одам не уверен ай дар атеизми худаш. Чӣ хеле ки ма гуфтам шаки ти метони ки дар ҳамин бора даже далчи фикр кунӣ ки хубтараш ки мусулмон бошӣ чем ай кора кардан. Мега бале. Ма гуфтам метони даже ҳами хе фикр кунӣ ки хубтараш далчи изучат кунӣ. Мега ма атеист бароям шидам ки ма Қуръона хондум ва ҳами хе чизора ма нафаҳмидам. Ма фикр мекунам ки чӣ хеле метавона ки ҳами хе гапо дар китоб нависондагӣ боша. Ма гуфтам мо способна нестем ки кори Парвардигора разобраться карда бутонем, барои чӣ ки мо чизи зиндаем. Аммо мега мо разумни существуем. Чӣ ба наметонем Худоро бифаҳмем, покиза, чӣ ба ура бибинем, чӣ ба наметонем фаҳмида ки ура ки тайёр карда, ки сохтагӣ. Ма гуфтам растения, яъне ки як алаф ки меброя зинда, мега зинда. Гуфтам раз зинда, мо амро об метем, мо чӣ мекунем? Ҳамо метона фаҳмида ки мо вуҷуд дорем. Мо пасипочка аю болоем. Метона ҳамо фаҳмида. Гуфт наметона. Гуфтам барои чӣ? Барои ки мо аю болоем. Пас Аллоҳ ай мо медонӣ ки чандин цепочка боло ай. Пас чӣ хел мо метонем Аллоҳа бифаҳмем? Барои ҳамин пас сравнение ки мо худмона сравнение кардем қатъи растения, естественно Аллоҳ ҳам мо дар пешу растения не вообще ниже растения ба чизи ӯ, ба дониши ӯ, ба понятияи ӯ. Мо способна нестем. Мозги мо да и кор способна нестае ки Худоро бифаҳма, бибина. Яъне ки чӣ хеле ки саволое ки дода ки киура сохт, чӣ хеле пайдо шид. Мо просто дар ҳамин чиз способна нестем ози. Ози не вообще способна. Мо сохтагии ӯем. Мо ина месозем компютера. Компютер вуҷуд дора. Компютер кор мекуна. Компютер метона ки моро ҳис куна. Мефаҳма компютер ки мо ҳамеро сохтагием. Не, я железякай. Но при этом существует, вуҷуд дора. Чизаш ҳамин чизак бародаро ки мега сабаби ки мо страница доштем чӣ кардем? Мо организатсияем ва ма дар организация воридам. Ма гуфтам организация, яъне ки мега ма наметонам вилият кунам даи ки организация ура публиковать накуна. Агар одам худаш мебуд 100% дальше публиковать намекард. Не ки мега ма даи вилият карда наметонам. Ма қисми ҳамоюм. Но ма гуфтам ма даи худаш заркора ки ты барои худат дальше рассуждат кунӣ. Да гапҳои гуфтаги ма даи бора фикр мекунам мега. Естественно барои чӣ фикр мекунам ки озура ховнаем барои ки да каждый слова вай тупик шидагиай. Нем хеле гапо бародаро дархост кардин, ҳамид одам қати гап занем. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Карини монда шидам. Сарам ҷӯшай бародаро, хай мефаҳмед. Ма ҳаракат кардам қатиш мулоим гап занам ки телефона накиша. Далчи гап занем. Ҳамада хайр.